Дорогие друзья, добрый день. Я искренне рад встретиться с выпускниками вузов нашей страны и вновь оказаться в кругу надежных друзей России. У меня самые теплые и добрые воспоминания остались о нашей такой же встрече в таком же формате во Вьетнаме в 2001 году. Как и тогда, сегодня здесь собрались люди, испытывающие симпатию и любовь к России и к ее народу. Поэтому вот все аплодисменты в мой адрес я адресую к Российской Федерации и к ее людям, которые также испытывают очень добрые чувства в отношении Вьетнама. Все вы изучали русский язык, историю нашей страны, и нет необходимости даже обращаться к помощи переводчиков. Они сегодня в этом формате останутся без работы. Но уверен, вы в силу знания русского языка, конечно же, в курсе того, что сейчас происходит в России, как динамично развивается наша страна, наша экономика, наука, общество в целом. Знакомы с нашей независимой политикой на внешней арене. И мы, безусловно, это очень ценим. Для нас это, безусловно, важно еще и потому, что многие из вас работают на ответственных постах в органах государственной власти, научных, общественно-политических организациях Вьетнама и преуспели в бизнесе. То, что вы добились успехов, это прежде всего, конечно, ваша личная заслуга. Это результат ваших личных деловых качеств, вашего усердия, стремления овладеть новыми знаниями, досконально освоить выбранную профессию, но, надеюсь, не в последнюю очередь это связано также и с качеством образования, которое вы получили в нашей стране. Очень важно, что добрые чувства к России вы передаете своим родственникам, детям, близким, которые, возможно, никогда и не были в нашей стране, но, надеюсь, проявляют к ней интерес. В целом, трудно переоценить ваш вклад в укрепление российско-вьетнамских отношений, которые, как сказано в принятом сегодня совместном российско-вьетнамском заявлении, носят характер всеобъемлющего стратегического партнерства. Хочу особо подчеркнуть, что в России всегда вызывали искреннее уважение, мужество, стойкость, героизм вьетнамцев в борьбе за свою независимость, а также трудолюбие вьетнамского народа, который с честью прошел через тяжелейшие испытания, защитил независимость и свободу своего Отечества, свою яркую культуру и богатое историческое наследие. Считаю, что борьба за свои исторические корни, за свои традиционные ценности является чрезвычайно важным для любого государства, для любой страны и для любого народа, который хочет сохраниться как таковой и сохранить свою идентичность. Это роднит народы наших двух стран. И мы гордимся, что в ваших славных героических победах есть и наш вклад. Вклад Советского Союза, который очень много сделал для восстановления Вьетнама, для развития его экономического и оборонного потенциала, решения острых социальных задач, для подготовки высококвалифицированных кадров самых разных специальностей. Выдающийся вьетнамский государственный деятель, сын вьетнамского народа, Хо Ши Мин, который всегда думал о будущем своей родной страны, о воспитании и обучении вьетнамской молодежи, писал: для высшего образования необходимо сочетать научные теории с практикой, перенимать у других стран передовые технологии и внедрять их в строительство и развитие Отечества с учетом конкретных условий в стране. И, получив прекрасное образование, передовые знания и навыки в Советском Союзе, а затем в России, десятки тысяч вьетнамских молодых инженеров, врачей, строителей, педагогов, экономистов возвращались на родину, чтобы сделать ее лучше, строить города, дороги, обучать и лечить людей, создавать новые производства, фабрики, обеспечивать надежную безопасность государства. В настоящее время в российских вузах обучается более 3000 вьетнамских граждан. А всего в нашей стране получили образование порядка 75 тысяч вьетнамцев. И мы, конечно же, намерены и далее всячески содействовать студенческим обменам,
академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ. Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, мы и дальше будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнерство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи, и обязательно добьемся успехов. Я хочу вас поблагодарить за внимание. Хочу поблагодарить за внимание, интерес к России, к русскому языку, к совместной работе. Поздравляю вас с тем, что вы добились на своем жизненном пути, и уверен, сделаете еще больше на благо своего Отечества, на благо Вьетнама и на благо российско-вьетнамской дружбы. Спасибо большое. Искренне благодарим вам, президент Владимир Путин. Дорогие друзья, Вьетнам и Россия связывают глубокие, крепкие отношения, проверенные временем и подтвердившие свою прочность. Это бесценное достояние двух стран и двух народов Вьетнама и России. Президент Владимир Путин посетил Вьетнам уже 4 раза, и при этом он всегда уделяет особое внимание нашей стране и народу. Сейчас мы хотели бы пригласить всех делегатов и друзей к беседе с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Просим вас. Давайте. С уважением приглашаем профессора Nguyễn Đình Đức, доктора наук, президента технологического университета, председателя Вьетнамско-российского общества Ханойского национального университета, аспиранта МГУ имени Ломоносова. Пожалуйста, слово предоставляется вам. Добрый день. Здравствуйте. Глубоко уважаемый президент Путин, так называется вьетнамский народ. Я очень рад вас видеть сегодня в Ханой. И сегодня встреча в этом зале для меня и для многих людей является большой честью. Позвольте мне представить с тобой. Меня зовут Nguyễn Đình Đức. Я профессор Вьетнамского государственного университета. Я закончил кандидатскую диссертацию в МГУ, а затем докторскую диссертацию в Институте машиноведения Российской академии наук. Так что у меня почти 20 лет моей жизни и работы в России. Так что все моей молодости России стали моим вторым домом. Хотя бы уже много лет я редко говорю по-русски, но до сих пор я не могу забыть русский язык. Я не мог забыть замечательные, прекрасные юные годы моей жизни в России. И до сих пор моя любовь в моем сердце к российской культуре, к российскому народу остается всегда, как в начале. Более того, я очень горжусь тем, что я учился в России, в одной из крупных стран мира в науке, благодаря чему помогло мне фундаментальные возможности, чтобы я стал профессором одного престижных университетов сегодня в Вьетнаме. Стать вьетнамским профессором с мировым признанием. Так что, товарищи Владимир Владимирович, я хочу бы использовать этой возможности, чтобы опять выразить свою благодарность России и российскому народу.
И я уверен, что благодаря этому вашему визиту всестороннее сотрудничество между двумя странами будет развиваться в полном мире и продвигаться руководителем двух стран, выходя на новый уровень. Я хотел бы, есть один вопрос к вам, Владимир Владимирович. Я знаю, что недавно на Санкт-Петербургском экономическом форуме вы заявили, что в ближайшие 6 лет Россия будет входить в десятку крупных стран мира по объему исследовательной, научных исследователей и задаваемых инноваций. Так что скажите, пожалуйста, в какой области сейчас более развита наука и техника в России сейчас? И какие области являются приоритетами и наиболее потенциальные возможности сотрудничества с Вьетнамом в области науки и технологий, а также каковы новые решения и инициативы, предположенные и приняты руководителями двух странами в рамках вашего визита в целях развития сотрудничества двумя странами в области науки, техники и инноваций. Большое вам спасибо. Вам крепкого здоровья и удачи. Спасибо. Спасибо, профессор Nguyễn Đình Đức. Сейчас слово предоставляется вам, Владимир Владимирович Путин. Да. Прежде всего хочу вас поблагодарить за очень добрые слова в адрес России и поздравить вас с успешным развитием вашей карьеры, научной карьеры прежде всего, потому что знания, которые были получены в России, вы использовали наилучшим образом для службы своему народу. Это первое. Второе, вы в завершении вашего выступления и вашего вопроса пожелали мне здоровья. И за это вам большое спасибо. Так вот, это и является одним из наиболее важных приоритетов – здоровье людей. Поэтому одним из приоритетов нашей деятельности в сфере науки как раз является сохранение народонаселения. А это связано с различными направлениями научных исследований, как теоретических, так и прикладных научных исследований. Это все, что касается здоровья человека, продолжительности жизни. И не просто продолжительности, а качества жизни. Что имеется в виду? Это генетика, это биология в самом широком смысле этого слова, биоинженерия и так далее, и так далее. Мы знаем с вами, что сегодня все наиболее перспективные открытия делаются на стыке наук. Причем, вот я сказал о генетике, сказал о биологии, о теоретической медицине. Но это невозможно себе представить без развития физики, химии, без развития математики. Поэтому все это является приоритетом. Вот мы только что, совсем недавно, в одном из наших наукоградов говорили о перспективах развития российской науки и определяли основные направления и задачи этого развития. Вот для того, чтобы добиваться очевидных результатов на этом важнейшем направлении, на том, с чем связано здоровье и продолжительность жизни людей, конечно, нам нужно уделить необходимое внимание заботе об экологии. И это тоже одно из направлений. Но бесконечная эксплуатация природных ресурсов, бездумная эксплуатация, она уже в современных условиях, особенно в условиях изменения климата, становится практически невозможной. Но мы должны подходить к этому очень взвешенно, с пониманием того, где мы находимся с точки зрения развития альтернативных направлений в энергетике. Какую роль, на какой исторической перспективе, какая роль будет отведена углеводородам. Я сейчас
все это заверну потом к нашему сотрудничеству. Мы должны обеспечить безопасность наших стран, а это значит, мы должны подумать о современных средствах, как это ни печально, но об этом тоже надо говорить, о современных средствах вооружений, в том числе на новых физических принципах. А это значит, что мы должны развивать инженерные дела, готовить специалистов. Это значит, что мы должны с вами думать о развитии наших исследований в сфере космического пространства, освоения космоса, причем на ближайшего, так и дальнего космоса. У нас очень много направлений для совместной работы. И если спросить, если задаться вопросом, а что же является наиболее актуальным для нас? Ну, конечно, сейчас мы знаем, в энергетике мы плотно работаем. Мы работаем плотно в рамках тропического центра. Там есть над чем работать, и там есть конкретные достижения. И ясно, что эти специалисты будут там востребованы. Но если мы говорим о перспективах нашего взаимодействия на более отдаленную историческую перспективу, надо посмотреть за горизонт и выстраивать наши исследования именно по этим важнейшим направлениям, от результатов которых будет зависеть будущее не только наших экономик, но и суверенитет наших государств. Вот это все и должно быть в центре нашего внимания. В целом мы об этом и говорили сегодня с президентом, и с генеральным секретарем, и с премьер-министром, выстраивая наше взаимодействие на этих важнейших направлениях. Позвольте вас поблагодарить за ваши вопросы и пожелать вам дальнейших успехов. Надеюсь, в сотрудничестве с вашими российскими партнерами. Искренне благодарим вам, президент Путин. А сейчас мы ждем еще вопросы. Давайте. Давайте. Разрешите... Да, пожалуйста. Вы обе симпатичные девушки. Спасибо большое. Да. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Мингок. Я преподаватель факультета русского языка Ханойского университета. Я училась в России в конце 90-х, 2000-х годах. И хотя вернулась домой уже довольно давно, но продолжаю работать с русским языком. И всегда хочу, чтобы как можно больше моих сограждан могли посетить Россию, увидеть необъятную, красивейшую страну с ее прекрасными, добрыми людьми. И хочу, чтобы как можно больше вьетнамцев стали, как и я, связующим мостом между нашими странами. И в связи с нашим сегодняшним радостным событием, мероприятием, хочу задать следующий вопрос. Сейчас многие наши студенты, школьники, а также их родители спрашивают, как русский язык, знание русского языка поможет им в будущей карьере. И я хочу спросить, что Россия планирует делать, в каких направлениях будете работать в ближайшие годы, чтобы помогать вьетнамским студентам, изучающим русский язык, расширить свои перспективы трудоустройства. Большое спасибо. Да. Вам спасибо за такую любовь к русскому языку. Вы изучаете и преподаете русский язык, и это уже специальность. Почему? Потому что вот вы сейчас говорили о русской истории, о русской культуре, но это тоже область знаний. Русская литература, искусство в широком смысле этого слова – это часть мировой культуры. И, конечно, для того, чтобы ориентироваться в целом в достижениях, в том, что достигнуто человечеством в этой сфере, в области культуры, конечно, знание русской культуры весьма значительным является. Но само по себе владение русским языком дает возможность открыть не только русскую душу и русское искусство, но и
использовать его для получения соответствующих знаний, что и вы делали, и делают 3000 человек, сейчас обучающиеся в России, и 75 тысяч, которые закончили вузы Российской Федерации и Советского Союза, и часть из них находится здесь. Но нужно выбирать те направления, которые представляют для вас наибольший интерес. Вот я уже говорил о том, чем мы занимаемся, да, в России, что мы считаем перспективными. Но это только то, что вот прямо в голову пришло. Для того, чтобы добиваться результатов по всем этим направлениям, мы, например, активно будем заниматься и занимаемся развитием искусственного интеллекта. И добились очень неплохих результатов, хочу вам сказать. У нас есть компании такие, как Яндекс, такие как Сбер, которые являются, безусловно, добиваются лидерских позиций. Ну или, например, безусловным лидером в области таких инноваций, как исследования в области ядерных технологий. Я сейчас еще два слова скажу о Росатоме. Но это реально лидерские позиции в мире. Таких разработок, как в России, практически нет ни в одной стране мира. Это перспективно или нет? Да, это очень перспективно с точки зрения теоретической физики, ядерной физики. И вот мы сейчас только что запускали в одном из наших наукоградов, о котором я сказал, мирового класса, установку, которая исследует вопросы, связанные с началом жизни нашей Вселенной. Первые секунды существования Вселенной изучает после так называемого большого взрыва. Это интересно очень, но не только с точки зрения познания того, как мир устроен. Как вот помните, Эйнштейн говорил, почему его спросили, вы занялись физикой? Потому что хотел понять, откуда все произошло, как все началось в мире, из чего мир состоит. Вот эти исследования проводятся в том числе в Дубне, ну и в некоторых других наших центрах, в том числе в Институте ядерной физики имени Курчатова. Но есть и практическое направление для этих исследований. Это мирный атом. Наша компания «Росатом» является лидером, безусловным лидером в мире. Строит 22 блока для электростанций в целом ряде зарубежных государств. И у нас в России развивает это направление. Это самые надежные и безопасные электростанции, атомные электростанции в мире. Или вот сейчас мы договорились с коллегами, будем создавать во Вьетнаме центр по ядерным исследованиям, научный центр. Он связан с чем? В том числе и с того, с чего мы начали, в том числе с медициной. Потому что современные возможности в сфере атома создают дополнительные, извините за тавтологию, возможности по лечению людей, по профилактике заболеваний, в том числе и генетического характера. Здесь есть над чем работать, но я уже не говорю про другие направления, в том числе связанные с обороной и безопасностью. У нас очень много направлений исследований, которыми мы можем гордиться, и которые являются очень перспективными. В том числе и потому, что мы наметили достаточно большие бюджетные вложения в определенные направления этих исследований. Вот каждый по своим интересам, конечно, это прежде всего связано с интересом человека, может выбрать для себя наиболее перспективное направление подготовки и определиться в своей будущей профессии. Поэтому выбор за теми, кто настроен на поиск для себя своего пути в жизни. И чем раньше это будет сделано для любого человека, тем лучше. Благодарим вам за очень интересный ответ для леммингов. И мы помним, что русский язык – это один из самых трудных языков мира. Но у нас есть много причин, чтобы продолжать изучать русский язык. Спасибо. И сейчас, пожалуйста, еще. Хочешь еще сказать что-нибудь? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Ань. Для меня это огромная честь находиться здесь рядом с вами. До этого я смотрела вас только по телевизору, сейчас в одном пространстве. Я заведующая отделением глазной хирургии здесь. Вот. И
Я бы хотела сказать, что Россия – это вообще наша вторая родина. У меня дедушка, папа и я, мы все обучались в России. Мой дед был генеральным директором судостроительной компании, мой отец – генеральный директор авиалинии, ну и я сейчас, где я есть. Поэтому про качество русского образования тут даже вопросов не стоит. Благодаря тому, что я обучалась в России, и мой руководитель был правой рукой Святослава Федорова, мы смогли сделать 6 патентов на полезную модель, на изобретение, и завоевать первое место во время Индийской всеобщей офтальмологической конференции. Поэтому для меня, мне кажется, это огромная победа. И это только благодаря русскому образованию. И по поводу вопроса я бы хотела спросить, оно больше связано как раз с медициной, с офтальмологией. Сейчас очень много вьетнамских граждан слепнут от заболевания роговицы. И я знаю, что в России есть очень сильные центры глазного тканевого банка при МНТК микрохирургии глаза. И это всегда была моей мечтой, как бы так сделать, чтобы организовать такой же глазной банк здесь, чтобы мы сделали пересадки роговицы в Вьетнаме. И это вопрос. А также в конце хотелось бы поблагодарить вам за то, что вы решили приехать в Вьетнам, и пожелать вам крепчайшего здоровья. Для меня вы символ силы. Желаю вам удачи и вернуться еще раз в Вьетнам. Во-первых, я отмечаю ваш русский язык. Вы говорите практически без акцента. Ну, что-нибудь практически без акцента. И это здорово. Первое. Второе, вы сказали, что только благодаря образованию вы добились таких результатов в своей профессии. Но я думаю, что прежде всего вы добились этих результатов благодаря своему трудолюбию и таланту. А, конечно, без образования здесь невозможно, тем более, что это очень такая особая специальная сфера деятельности. Это во-вторых. А в-третьих, если вы думаете, что я такой специалист по всем вопросам, которые здесь будут подняты, вы ошибаетесь. Но я сделаю все для того, чтобы вам помочь и создать такой банк, о котором вы сказали. Желаю вам дальнейших успехов. Спасибо вам огромное. Извините, пожалуйста, действительно, кто не знает, я могу сказать, что Святослав Федоров – это один из наших выдающихся хирургов в области лечения зрения, глаз. Он создал такую признанную во всем мире систему лечения своих пациентов, поставил на поток это лечение, добился выдающихся результатов. И, конечно, вам повезло, что вы попали именно туда, куда нужно. Это здорово. Вам спасибо. Спасибо вам большое за интересную информацию. И сейчас мы приглашаем товарища До Хонг Куан, председателя Вьетнамского союза Ассоциации литературы и искусства. Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, уважаемый президент Социалистической Республики Вьетнам Толам, дорогие товарищи и друзья. Прежде всего, разрешите мне представить себя. Меня зовут До Хонг Куан. Хонг Куан по-русски это Красная Армия. Это моя. Я был студентом, а потом аспирантом Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского в Москве. Так я как композитора и музыканта. А теперь я председатель Союза литературы и искусства Вьетнама. Сегодня я хотел к вам два вопроса, Владимир Владимирович. Первый вопрос. Как вы знаете, у России, как и у Вьетнама, есть героические исторические традиции. Это очень славные традиции, и мы гордимся этим. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович,
как организует воспитание исторических традиций для молодежи в России сегодня? И второй вопрос. Пожалуйста, задайте один вопрос и потом второй вопрос. Вместе давайте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это очень интересный вопрос, пожалуйста. Да, спасибо большое за то, что дали Пожалуйста. возможность сразу ответить. Вы знаете, первое, что я хочу сказать, и в Советском Союзе, и в других странах, включая Вьетнам, так или иначе выстраиваются направления работы с молодежью. Прежде всего, на что хочу обратить внимание, эта работа должна быть очень современной. Она не должна быть скучной и неэффективной. Ни в коем случае не должна быть неэффективной. Не должна быть, что самое главное, формальной. Как только молодые люди чувствуют формализм, эта работа теряет смысл в эту же секунду. Особенно в современном мире, связанном с интернетом и свободным доступом к любой информации. Ограничить доступ к огромному потоку информации невозможно. Поэтому есть только один способ преодолеть негативные тенденции, с этим связанные, а именно быть более убедительными на информационном поле. И такие возможности и для народов бывшего Советского Союза, для России сегодня и для Вьетнама такие возможности есть. Именно в силу выдающихся примеров патриотизма и героизма, в данном случае вьетнамского народа, особенно связанные со страницами борьбы за независимость и свой суверенитет, за объединение страны. Вот на этом и нужно воспитывать молодых людей. Потому что молодые люди, нужно только делать это талантливо, не кондово, как у нас говорят. На этом, конечно, можно воспитывать целые поколения. Но делать это нужно, конечно, изящно, по-современному, с современными способами доведения этой информации до нужной целевой аудитории. Это непростая работа, но ее, конечно, если мы хотим иметь будущее, то этим нужно заниматься сегодня. И заниматься вот таким образом, как я сказал. Первое. Второе, это совсем не значит, что формы, которые сложились в вашей стране, были в Советском Союзе или изначально в России, что эти формы нужно как-то уничтожать. Нет, эти формы, безусловно, нужно сохранять, но только наполнять их нужным, интересным содержанием и, как сейчас у нас говорят, собственно, не только у нас, контентом современным. И, конечно, надо искать новые формы и возможности. Мы это у себя в стране делаем. Создали движение первых для молодых ребят, для детей. И вооруженные силы развивают свою платформу, связанную с подготовкой кадров для себя в будущем, с патриотическим воспитанием. Есть и другие направления. Чем раньше начинается эта работа, тем лучше. Но самое это главное, конечно, все идет от семьи. Поэтому задача государства – поддержать семьи в этом отношении. И настроить общество таким образом, чтобы оно само и изнутри организовывало этот процесс воспитания. Если этого не добиться, то на формально-административном уровне это сделать почти невозможно. Но мне кажется, что, понимая все эти составляющие воспитательной работы, понимая их, выстраивать работу по-современному, и каждый день эта работа должна меняться, потому что жизнь меняется каждый день. Тогда нас, безусловно, ждет успех. Спасибо вам большое. Да, очень важный ответ, и мы понимаем, что значение и мощность нашей истории, нашего прошлого придает именно будущее поколение. Спасибо большое. И наша беседа подходит к концу, поэтому благодарим композитора Дохонгуэн. А второй-то вопрос? Он вам пошлет позже. Да. Что вы очень любите музыку. И вы можете нам сказать, как вы думаете о
Что касается роли... Вы знаете, я вот только что, перед тем, как выехать с территории Российской Федерации, сначала в Корейскую Народно-Демократическую Республику, потом сюда, я был в Якутии. Это очень большой регион Российской Федерации. Он по площади, он примерно такой же, как Индия вся. Вот такой огромная территория. Но в этой аудитории, наверное, говорить не нужно. Вы наверняка знаете об этом. И там уже в начале 2000-х годов организована была музыкальная школа для детей. Причем местные власти привозят детей со всей республики, собирают талантливых детей со всей республики, и они занимаются там музыкой. Причем занимаются как? Сначала просто в школе учатся, специализированная школа музыкальная, а потом это все переходит тут же на этих же площадках переходит все в консерваторию, высшую школу музыки. И вот так готовят музыкантов для республики, и для всей России. Вот мне там дети тоже задавали вопрос о музыке, о культуре, об искусстве. Конечно, вот только что вы спрашивали про воспитание. Но воспитание должно быть основано прежде всего на наших традиционных ценностях и на ценностях нашей культуры. Причем национальной культуры прежде всего. Но исходя из того, что национальная культура каждого народа и каждого государства – это часть многонациональной мировой культуры. Конечно, мы должны этим гордиться и прежде всего делать упор на это. Но что касается музыки, я хотел бы сказать то же самое, что говорил вот в Якутии. А именно, ведь это такое искусство, которое не связано со словами, не связано с какими-то смыслами, которые выражены в письменном или устном творчестве. Это связано просто со звуками. И вот это волшебное проникновение звука прямо в сердце, без какого-то языкового сопровождения, оно чрезвычайно важно. Вот это объединяет людей. Здесь не нужно знание иностранных языков, здесь нужно просто чувство прекрасного. А оно тоже воспитывается. В этом смысле музыка является абсолютно интернациональным видом искусства, который объединяет народы. И в этом его колоссальная сила. Я завидую вам, завидую тому, что вы часть своей жизни этому посвятили. Спасибо. Нам, видимо, нужно заканчивать, но поскольку вы все выпускники российских вузов, в этом смысле, я чувствую, не утратили еще и такого студенческого статуса, а студенты, они всегда связаны с определенной студенческой демократией. Поэтому давайте мы выйдем за рамки нашей официальной встречи, прямо по одному вопросу по секторам. Отсюда. Просто, если есть желание, просто руку поднимите прямо вот из этого, допустим. Да, пожалуйста, вот давайте с вас начнем. Да. Прошу, дайте, пожалуйста, микрофон туда. А можно я задаю вам вопрос? Я задам вам вопрос. Конечно, это ко всем относится. Вы любите фортепиано, вы любите музыку, и я хочу знать, скажите, какая самая любимая русская песня ваша? Песня? Знаете, я бы предпочел на этот вопрос не отвечать, потому что это будет иметь какие-то формальные административные последствия. Я вообще просто люблю русское искусство народное, действительно, и русскую классику. Но я бы не делил даже по национальному, по государственному какому-то принципу на вот это музыкальное искусство. Мне думается, что и делить по национальному признаку, и ограничивать по национальному признаку. Значит, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу – это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое. Поэтому и Чайковский, и Моцарт, и Шуберт, и Лист, и Бородин, Мусорский, и Глинка – это все люди, которые внесли колоссальный вклад в развитие мирового искусства. И нужно дать возможность всем людям во всем мире наслаждаться этим творчеством. Прекрасно. И в конце нашей встречи мы будем насладить концерт. И сейчас разрешите мне выражать свою признательность
за очень открытые и глубокие ответы президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну, так вы разрешите там девушке задать вопрос? Вы разрешите? Да, пожалуйста. Дайте микрофончик, пожалуйста. Давай. Женщина или мужчина? Женщина, конечно, как же. Давай. Cho cháu xin phép Chủ tịch nước và các vị đại biểu ở đây để cháu xin phép được hỏi bằng tiếng Nga. Да, я сейчас задам вопрос. Да. Я еще так не изучил вьетнамский. Надеюсь, что... Здравствуйте, наш президент Владимир Владимирович. Меня зовут Ань, я закончила магистратуру в Санкт-Петербургском государственном университете. А сейчас... Мы с вами однокорытники, да. как называют. Я очень рада за это. Я очень рада. Сейчас занимаюсь туризмом. И у меня сейчас к вам такой вопрос. Какие меры Россия и вы будете принимать, чтобы решать современные трудности именно в области, именно в сфере туризма? Во-первых, сейчас у нас между Вьетнамом и Россией, именно между Ханоем и Москвой, еще нет прямых рейсов. И еще по поводу оплаты между нашими компаниями, туристскими вьетнамскими компаниями и российскими компаниями. Сейчас мы тратим очень много проценты за разницу, курсовую разницу. И это очень трудно для нас, чтобы продолжать развивать туризм между двумя странами. Вас когда вы учились в Петербурге, вас, наверное, Аня звали там, да? Да, Анечка и Аня. Анечка, вот. Анечка, спасибо вам большое за эти вопросы. Я сейчас поясню, почему. Потому что вы загнали, значит, шайбу как бы в сторону России, я вам сейчас пошлю ответную шайбу. И вот в чем дело. Мы, конечно, должны решать эти вопросы с двух сторон. Безусловно, туристический обмен является и с гуманитарной, и с экономической точки зрения очень важным направлением нашего сотрудничества. Это факт. Ну, у нас с некоторыми странами, вот с Турцией, например, наш оборот туристический, наши туристы оставляют в Турции $5 миллиардов за год. Так, на секундочку, это неплохой вклад в развитие дружественного нам соседнего государства. Конечно, здесь расстояния разные между Россией и Вьетнамом, но тем не менее потенциал роста очень большой. Но, к сожалению, есть и элементы как бы влияния со стороны. Ну, например, вьетнамский оператор отказывается технически обслуживать наши самолеты Аэрофлот, Airbus. Но здесь есть вопросы, связанные с... Ну что, мы здесь... Вы же все выпускники, можем считать, что мы одна семья, поэтому надо говорить откровенно. Значит, это вопросы третичных санкций от третьих стран. Сейчас вдаваться в детали не будем, но вы понимаете, о чем речь. Надо это решать. Можно? Да, можно. Но и вьетнамские операторы тоже поставлены в непростое условие, и это задача, которую мы вместе должны решить. Первое. Второе. По поводу расчетов. Значит, здесь есть проблемы, которые мы обсуждали на каждом уровне сегодняшних переговоров. И с президентом, и с премьер-министром, и с генеральным секретарем. Есть вопросы, связанные с расчетами. И это тоже не наша с вами, не наша, я имею в виду Россию и Вьетнам, не нами созданная проблема, а тоже проблема, созданная со стороны. Но и ее можно решить. Здесь вопросы, связанные с тем, чтобы переходить на расчеты в национальных валютах, в том числе и в рублях. Легко это делается. Надо только назначить уполномоченные банки, которые не боялись бы третичных санкций, которые не работают в третьих странах.
Технически ничего сложного в этом нет. Надо только административно выстроить эту работу. Ну, наконец, есть вопросы, которые на нашей стороне находятся, чисто на российской. Ну, например, вьетнамские друзья увеличили срок пребывания российских граждан на территории Вьетнама. То же самое должны мы сделать на территории Российской Федерации. Вот сейчас вьетнамские граждане имеют право оформлять, скажем, электронные визы, но они дают возможность пребывать только на территории России 16 суток. Сегодня министр иностранных дел сказал, мы этот срок увеличим. Так же, как сделали вьетнамские друзья в отношении граждан Российской Федерации, пребывающих на территории вашей страны.